Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Добрый вечер, здрасте. Добрейший, здравствуйте. Как у вас дела? Да ничего, регулярненько, всё, потихоньку. Потихоньку. Мгм. Как там? Наловили? Да ловим потихоньку. О, а? Ловим, сегодня скучненько что-то. Ловите? Ну, а что делать? Мало их тут, мало. Вот, хочу сейчас продолжить фрагмент. Я разговаривал с одним человеком сейчас. Для чего Америка все это устраивает? Ну, интересный вопрос, глупый. Ну, смотрите. Помните, у них была великая, как это называлось? Блин, из башки вылетело, блин. Нет, я просто скажу, я тебя перебью, извиняюсь, я на ты перейду. Мгм. Я ему объяснил конкретно, потому что происходит движение денег. То есть даже если Европа будет сейчас вооружаться, где-то что-то покупать, где-то как-то на технологических историях, на покупке материалов, инструментов, всего, Америка будет зарабатывать на этом денежки. Начнется Америка всегда движуха жила за денежек. счет войны. Да. За А счет с войны каждого всегда жила. доллара, который двигается по всему миру, Америка имеет свой процент. И все. То есть надо возбудить экономику. За счет войны возбуждается экономика. Естественно. Ну, конечно. И не только экономика. Ну вот это как-то так. Очень все элементарно и просто. Как бы это банально звучало, но всегда, когда война, прогресс двигается быстрее. Ну вот, это не Та же банально. наука, та же это. Это очень жестко, очень 30-е тяжело. годы все это. почему? В 30-е годы почему там с 20 по 30-е годы была, как же называется-то, блин. Короче, упадок был экономики в Америке. Потому что нигде войн не было. Вот и все. Да, не было возбудителей, чтобы у людей, как говорится, Да. тут, кстати, вот начинаешь задумываться о том, что вот, это должно происходить не просто на уровне экономики, на уровне, как говорится, заставлять людей жить на, как говорится, на что-то терять, вот, еще что должно быть идеологически. То есть тут очень много факторов на это срабатывает. Конечно. Очень много факторов. Да не застой, а как это называется, когда нету ни настроения, ничего. Такое слово, блин, вообще из башни вылетело. Ёперный бан. Сейчас, подожди, сейчас я тоже, я тебя услышал. Депрессия или как? Депрессия, да, вот, депрессия. Семен Семенович, ну что вы? Почему была Великая депрессия тогда? Упадок, да. Ну, Да, депрессия, вот упадок, им нужно застой. людей возбудить. Но для того, чтобы возбудить, и вот сначала нас загнать в депрессию. Вот то, что, как говорится, в 20-х годах и было в Америке, депрессия была. Да. У меня деменция, вот это все крутится в голове. Деменция это другая Ну, история. деменция уже близкая, я раз депрессию забыл. Как бы, Ну, да. это депрессняк. Ну, в принципе, как-то мы думаем, что все это не связано, а потом, начиная все это связывать, оказывается, все это связано. Почему происходит депрессия? То есть экономика, политика, как говорится, история, и все это вместе наваливается на человека. Хотя все потом начинаешь разбирать, все это один, как говорится, посыл и один узел, и все так просто, элементарно все это решается. А мы это всегда считаем, что это очень-очень многосложно, и все это, ну, ты мне понял, про что я говорю. Ну, в принципе, да. Не, ну, главное понимать, что как бы каждый судит с уровня своего развития. Для кого-то там, допустим, там что-то Да. такое незначимое кажется значимым, а Да, для кого-то значимое, что-то он начинает, значимое, да, упираться значимое и- становится и незначимым, да. слюни пускать и материться и все остальное. И он считает, что это его уровень жизни, это вот единственное, что он, ну, это печальная история. Мы про это не будем говорить.
Не, просто вот я не знаю, там все вот, у меня было много знакомых, которые там 2000-е годы, 2010 год, там была семья такая, все, мы в Америку, там грин-карда, все, там люди живут. Я говорю, ну вперед, по копанному. Уехали. Приезжают буквально через год. Они тогда были то ли баптисты, вот это какая-то такая святотень, я помню, что что-то такое. И там так живут, там, ну там жена в основном. А там прикольно так было. Жена такая маленькая, пушечка, блин. Такая, низенькая такая, ну, бочечка. А он пацан, ВДВ такой, 2,10 ростом такой, богатырь. Ну зараза, ну телок телком. Она им крутила вот так вот. Ну, это сплошь и рядом такие истории случаются. Так главное, я такой посмотрел. Он туда как уехал телком, да? Так и приехал, ему по барабану. Ну, вот оно вот такое, ну, телято вот это. Она туда уезжала, такая прям энергичная, импульсивная. Приехала, как побитая, извините меня, собака такая. Я говорю, что? Да нет, там не так все просто. А ты думала, Да, не там, так просто, там да. вместо листьев доллары растут на деревьях или что? Да, вот, и самое, что интересно, что вот даже я сюда, уехавший в Европу, я от своих родственников, я, честно, ужасался, да, что я, да, не думаю, что я сюда приехал, да, и лопатой, как говорится, денежки мету, тут пипец. А вы откуда Тут приехали, если это не секрет? это все, и объяснять им это бесполезно. А вы Вот откуда каждого приехали? заставить. Я Если уехал в секрет. 2001 году. Не, откуда? А, с Ташкента, Узбекистан. А, ну. Ну, а так на родине Я в бывали? советские времена уезжал, да когда, знаешь, на каждом, как говорится, переулке кричали узбеки, а ты русский оккупант, езжай в Ну, свою да, Россию, да. пошел нахуй, да. Ну, это было конкретно не повсеместно, но такой фрагмент существовал. Это было неприятно слушать, знаешь. А потом климат и все остальное, уже понимаешь, что развал Союза произошел, уже ждать Ну, лучшего. да. Да, и надо куда-то переезжать. Я предложил своей, как говорится, жене переезжать в Россию. Она сказала, нет, ни хрена, будем переезжать в Европу. Ну, я, как говорится, проявил слабость характера, согласился и поехал в Европу. Как-то так. А дальше, я была в Европах, я там знаю. Я крутая спортсменка, комсомолка и все остальное. Ну, я говорю, ну ладно, давай поедем. Ну, хорошо. Ну, вот так вот, а язык общения, на каком больше общаетесь? Ну, я общаюсь больше на русском языке. А, там, ну, так вот, в магазины, там, не знаю. А, ну это французский, естественно. Ну, легко выучили, Это легко французский. поддался. А, вот нет, некоторые есть, вот я знаю, у меня знакомые, это, вернее, знакомые моей жены, бывшие уже сейчас, они в Голландию переехали. Мгм. Вот. Тоже спортсмены, легкоатлетики занимались. Они со своими детьми, дети вообще русский язык не помнят уже. Вот Они это плохо. дожили до 15-16 лет, они русский язык очень плохо знают. Мы все равно пытаемся со своими детьми, вот у меня дочка и сын, мы пытаемся, а они конкретно на голландский перешли, все. Они голландцы. И дети, вот это все зависит от родителей, понимаешь? Конечно, От людей. конечно, Да. да. Просто я знаю, у меня знакомый, он там родился на территории Украины, потом переехал в Литве, жил очень долго, потом переехал в Англию. У него сын на русском шпарит как это, ну как. Ну, да, это за... Ну, Я одно своего это, сына вот заставляю. он этого достиг, но надо заметить, что у сына у него английский язык чистейший, без акцента, без ничего. Ну, над этим надо работать, заставлять. Я вот сейчас тоже с Согласен. сыном начинаю заставлять его. Он по-французски шпарит, честно говоря, естественно, это его вся Ну, получилось так, что он это думает разговорный язык, среда обитания, как бы, ну, молодежь, понятно, Да. между собой, да. по-французски. Но я что заметил, что он в 10 лет он разговаривал на русском лучше, чем сейчас в 16. Ну, практики нам Он не стал хватает. терять первоносителя, он стал терять его.
Ну, И практики я не его хватает, наверное, поэтому. постоянно, да, постоянно поправляю, пытаюсь с ним разговаривать. Я его заставляю смотреть русские фильмы, мультфильмы и все остальное. Ну, мультфильмы, конечно, 16 уже, но он понимает, что это все равно великая культура, он понимает, он не спорит, он не оспаривает ее. Ну, опять же, международный язык, ну, как ни крути. Ну, тут даже, тут, понимаешь, вот даже не то, что, ну, это понятно, что международный, это совсем другой мир. Ну, конечно. Это, да, это вот есть два мира, как две жизни в Да, одной. да, 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 да. Да, вот. Я вот думал тоже про то, что украинский язык это не сможет. Для них они все равно, они здесь все разговаривают на русском языке, даже украинцы между собой. И вот доходит до смешного. Я, например, захожу в магазин, да, идет передо мной мама и ребенок, там, ну, до 5 лет. Вот. И я со своим сыном захожу, я с ним разговариваю на русском языке, да. И она идет с ним разговаривает, она слышит чистую русскую речь сзади себя. И она вдруг переходит на украинский с ним разговаривает. Ах ты, крысюка. И знаешь, какая реакция? Я смотрю на этого пацана. Пацан так раз встал и опешил. И у него аж такой вопрос в глазах. Мама, с какого, извиняй, хрена ты со мной начала разговаривать на непонятном языке? Не, У ну, него в глазах написано, он опешил, ребенок опешил. Для опять чего же, они это делают? Зачем это кино этот включают? Кино, назло, зачем? назло врагу. От Как они страха, думают. нет, от страха. На зло Может от быть. страха, чтобы, не дай бог, чтобы узнал кто-то, конкретно которых прищучил там на Украине и заставил их разговаривать на непонятном им языке, который нужен для государственной власти. Государственная власть решила построить свое государство только из-за этого. А между собой они как разговаривают на русском, так и разговаривают. Самое смешное, они все забыли, когда была пресс-конференция Порошенко, да? И он стоит, что-то там, трибуна, пытается на украинском, он такой бах, запнулся и такой в сторону поворачивается, а микрофон и хороший, слышно, говорит, Да, как будет... кошелек Я по-нашему, это он говорит, помню, да. гаманец. Я такой думаю, Відміну від багатьох, я не потребую жодних фінансових ані радників, ані кошельков, як буде у нас? Помічників, кошельок, як буде? Гаманець. Але гаманців. О. Не, Если ну это ваш- часто, дело, даже, да, ну это конкретно, но даже дело не в этом, дело вообще в большом. Это дело они в даже том, вот- что у них восток Украины и запад Украины, регион с регионом, даже некоторые регионы западные, будут говорить, они друг друга могут не понимать, хотя он читается украинский язык. Ну, ой, слушай, я в Париже 20 лет прожил, у меня до всей этой истории у меня были ребята, которые работали, как говорится, на меня, так скажем. Я понял. В общем, и это все были из Западной Украины. Это Ивано-Франковск, это Сумы, то есть это Западная Украина. Вот. Нет, Сумы это восток, это рядом со мной, я в Белгороде живу. Сумы нет, Ну, Сумы да, это Сумы, в восток. общем, подожди, как это я честно не Короче, ладно, не важно. Ну я понял, ну та сторона, короче. Короче, большинство с Запада. Но некоторые ребята совсем молодые, они даже очень тяжело, конкретно они тяжело разговаривают на русском языке. Но они и на украинском разговаривают так же хреново. Согласен. Это первое. Ты чувствуешь, что вот есть люди, которые чисто разговаривают на украинском языке без использования русских слов. Они пытаются фильтровать, но это одна история. А некоторые, которые даже фильтровать не могут, они не так не могут разговаривать, не вот так не могут разговаривать. Это вторая история. Есть еще третья история, когда просто они клинят и не могут ничего объяснить. Они вообще, ну такие люди тоже существуют. Да. Ну это же и когда они между собой разговаривают, опять же та же история, когда они слышат чистую русскую речь, они начинают кричать
как говорится, ну, у меня была история, я был в ресторане приглашенный, в общем, на день рождения одной женщины, в общем. Вот, и я встал, а там еще две, как говорится, 2 дня рождения в этом ресторане тоже. Почему-то там этот ресторан оккупировали украинцы, я не знаю почему. Хотя я знаю, но не буду говорить почему. И когда вот за тех столах ребята услышали русскую речь, начали кричать эти лозунги. Ой. Нападенские, да, лозунги. Вот, и знаешь, как шоколята, который выкрикнул, да, и смотрит на реакцию всех людей, вот так, глазами Табаки. бегает, и вот. Табаки, Ну, табаки. А мы уйдем на север, да, мы уйдем на нет, север. то есть, вот смотрите, какой я смелый, ну это так низко, это так пагубно, это так противно, ну думаешь, ну ёпер, до чего вы скатились, до такого скотинства вы скатились, ребята, ну зачем вы это делаете, ну, что вам Просто это прибавить, что-то. Я просто живу в Белгороде с 93-го года, да? И там был там 98-й, 2000 год. Ездили в Харьков. Ну, дешевле отдыхать, и продукты, и кабак, Ну да. этот был Старгород, ресторан хороший. И вот я не знаю, когда они вот так вот оскотинились, потому что сидели там, бухали, там какого-то днюха, да, там отмечали, праздновали. Там белгородцы, харьковчане вместе там чудили, танцевали. Не было никаких препонов. В один момент это все вот так вот взяли, похерили. Ну, Смысл? я могу знать, почему это произошло в какой-то период, когда их начали конкретно отделять, запретили вещание телевидения. Это произошло буквально около 15 лет назад. Начали запрещать, Да. запрещать. И начали сувать свою пропаганду и свою ненависть. И, как короче, начали народ настраивать против России. Хотя это началось еще раньше до того, как. Ну, не будем про это Ну, говорить. Харьков до последнего держался. Потому что Да, харьковчане, в любом они случае они понимали. сдались. Они сдались. Они Уже не понимали. будем Когда они говорить. там этих зеленкой обмазали, прогнали по площади, а Но потом сдались. вот и понимаешь, вот получается так, что если информация, средства массовой информации вокруг говорит одно и то же, ладно, какое бы у тебя ни было мышление, ты с этим борешься. Но если ты приходишь в круг своего общения, и они тоже заряжены этой же хренью, и ты начинаешь разговаривать, и они между собойчиком, по мелочи, где-то как-то, все эти высказывания, все они это высказывают, и, естественно, люди хотят они этого, не хотят, они этим заражаются. Ну, есть Им такое, да. выхода нету. И когда это все вокруг, это массовая, это истерия происходит. И поэтому удивляться, как Гитлер довел, как говорится, весь рейх, Пропаганда. Германию до этой истерии. Это все тоже та Да. же самая история. Альтернативы мышления нету. Другой альтернативы мышления запрещено. Вот. А потом, на чем это начало строиться? А потом начинаешь, встречаешь пацанов, которые у меня работали, вот, ну, знаешь, понятие логики отсутствует совсем. Мышление отсутствует совсем. То есть приходило доходить до такой глупости, что ты должен ему объяснять, что для того, чтобы варить сваркой, ну я просто утрирую, для того, чтобы варить сваркой, взять сварочный аппарат, для этого нужно взять электрод. Я утрирую. Я То понимаю, есть понимаю. логика отсутствует совсем. Ты думаешь, ну как так можно людей довести до такого абсурда мышления, что воспитать огромное количество населения таким тупым, блядь. Ты меня здесь заматывай, по-другому не скажу. Ну Нормально. как так? Я просто Почему? смотрел, когда он узел не может завязать. Ему дают кусок каната. Но Завяжи узел, а он не умеет. ты он не начинаешь понимает. вспоминать себя и думаешь, а может быть я такой же был дебил в это время, нет? Да нет. Да А потом у меня не. еще другой пример. У меня еще другой пример. Я обозначил одного Ивано-Франковского парня своим другом в 2002 году. И он периодически уезжал, переезжал, приезжал, я всегда помогал ему. Я говорю, ты мой друг, все, вот, как бы, что бы ни было,
я тебе всегда помогу. Хотя обратки никогда не было. Ну, это хрен с ним. Ну, это понятно, это, да, это нормально. Вот. И когда бы, чтобы не было, потом у меня квартира была, у меня была комната, он мне звонит, Андрей, вот, я говорю, нет проблем, приезжай ко мне, жив. Он у меня жил, потом Вас тоже уезжал. Андрей зовут? А? Вас тоже Андрей зовут? Меня Андреем зовут. Ну, Андрей это не имя, это диагноз, я по себе знаю. Спасибо. Так я хочу про что сказать, понимаешь? Он уезжал 3 раза на Украину, оставался в каждый период, я уже не помню, от полугода до 2 лет. И каждый раз, когда он возвращался, я его оставлял саму себе спокойствие, то есть недели 2 с ним я не разговаривал, потому что разговаривать с ним было невозможно. Он был вот в этом, как говорится, в этом цикле, который варился он там был, на грубо Украине. говоря, такой, Начало 2000-е, это какой там 13-й, 15-й, 14-й, это все до того как. И я его оставлял, потом я начинал с ним разговаривать. И так повторялось 3 раза. И вот до какой степени люди подвержены. И я думаю, что, ну, хорошо, ладно, может быть, я какой-то другой, какой-то я уникум. Вот у меня что есть было, то есть. И меня тяжело перебить. А вот люди, из которых подвержены любой, короче говоря, каким-то движениям, вокруг которых образуются, и они подвержены и принимают всю эту хрень. И каждый раз он, может быть, он прикидывался каждый раз, что не исключено. Почему нет? Такие люди есть. Я знаете, не объявляю. Андрей, по этому поводу посмотрите интервью Гучкова. Интервью называется «Киевлян бывших не бывает». Вот просто это еще было до всего этого. Хороший актер. Видели, да? Не бывает. Ну да. Видели, когда он дает интервью, это там, ну, тоже там девочка берет интервью, он говорит, Ой, просто да, посмотрите, всё будет это очень интересно. Интересно, да. Но тут надо, говорится, быть этим мозгоправым конкретно на всю эту историю. Здесь или где-то, если рядом с собой, бесполезняк. Да. У меня Да. просто Для того, у бывшей чтобы с ними жены, разговаривать, да, у бывшей или жены надо там, быть конкретно, как они, или немножко быть выше этого, заниматься психологией. По-другому никак. у меня просто у бывшей жены 2 брата двоюродных, они с территории Украины. И тоже вы вот это там, тогда еще созванивались по скайпу, да мы вас, вы у нас забрали Крым, туда-сюда, и в итоге приехали в Россию. Я извиняюсь, у меня какая-то проблема со звуком, не знаю почему. Ну, бывает. Это у меня проблема с телефоном. Твою мать. У меня проблема с телефоном, мне зарядки не хватает. Понял, ладненько, давайте, спасибо за беседу. Ну ладно, всего хорошего. Может, еще встретимся. Мира и счастья, добра. Пока-пока. Если что,